Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе реорганизация в управлении, ротация кадров. Структура МВД готовится к выдаче новых внутренних паспортов. Время учиться в России. Образовательная программа Россотрудничества в Абхазии. Дегустация по правилам. Впервые в Абхазии прошла обзорная дегустация мировых вин. В Женеве во Дворце наций начался 34-й раунд международных консультаций о безопасности в Закавказье. В них принимают участие представители Абхазии, Грузии, Российской Федерации, США и Южной Осетии. Сопредседателями консультаций выступают спецпредставители ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Абхазскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Завтра, 9 декабря, состоятся рабочие встречи в группах по безопасности и гуманитарным вопросам. Новые общегражданские паспорта гражданина Абхазии начнут выдаваться с января 2016 года. В настоящее время в паспортно-визовой службе активно идет ротация кадров. Намечено обновление системы работы служб, уполномоченных выдавать паспорта. Асида Малия продолжит тему. Паспортно-визовое управление Абхазии будет именоваться паспортным управлением. Располагаться оно будет там же, где и прежде. В кабинетах завершены ремонтные работы, установлена система видеонаблюдения. Закупленное оборудование планируется установить в ближайшее время. Установкой и запуском техники, обучением персонала по его эксплуатации займутся российские специалисты. Новые паспорта будут обладать высокой степенью износостойкости и прочности. Защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа. Что касается кадрового состава, то в настоящее время идет активное обновление. Многие сотрудники паспортно-визового управления и отделов городских и районных управлений попадут под сокращение, но они не останутся без работы, будут зачислены в личный состав МВД. 90% мы заменим руководителей паспортных служб в городах и районах. Я думаю, многие вообще неаттестованный состав паспортной службы работать не будут. Набор нового личного и руководящего состава управления завершится в скором времени. Уже заменены начальники Гулрыбского и Ткорчальского районных отделов. По словам министра Леонида Запшба, начальником паспортного управления республики утвержден Беслан Бегвава. Данные о каждом гражданине будут внесены в Центр персонализации паспортного управления. В управлении будут заполняться бланки паспортов и вида на жительство на основании данных, которые должны собираться в районных и городских отделах, а выдаваться документы, в свою очередь, будут на местах. Нашим гражданам не надо будет обращаться в Сандрыпша, с Бзиби, в Гагру ехать. Это все будет на местах, в городах и районах. Их будут обслуживать четко, своевременно, качественно. Все эти данные будут поступать в Центральное управление, то есть управление паспортной службы. Все будет упрощено. Паспорта, как и прежде, будут действительны 10 лет. Что касается видов на жительство, срок их действия составит 5 лет. Новый абхазский общегражданский паспорт будет стоить 450 рублей. Решение об этом принято на заседании Кабинета министров. Также установлена цена вида на жительство – 940 рублей. По предварительным прогнозам, выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года. Асида Малия, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Работа нарядов стационарных постов ДПС совершенствуется в целях повышения эффективности несения службы. Проводится передислокация нарядов ДПС в восточной части в центральную и западную части республики. Нарядами дорожно-патрульной службы Государственной автоинспекции МВД выполняются задачи, направленные на оказание в пределах своей компетенции помощи участникам дорожного движения и защите их законных прав и интересов. При проведении специальных мероприятий наряды стационарных постов могут усиливаться за счет сотрудников других служб. В настоящее время делается все для оборудования стационарных постов и контрольных пунктов милиции специальными служебными помещениями, оснащения оперативно-техническими специальными средствами, инженерными и иными сооружениями. На стационарных постах Мачара, Верхняя Эшера и Бамбора в ближайшее время будут установлены системы видеофиксации. На посту Мюссера система видеофиксации будет обновлена, сообщает пресс-служба МВД.
14 декабря Госкомитет по молодежной политике, молодежное общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия» и Союз студентов АГУ организуют акцию памяти жертв Ладской трагедии, траурный митинг и церемонию возложения цветов к 3 мемориалам жертвам Ладской трагедии в Гудауте, Ткварчале и Лате, сообщает Апснепресс. Сбор участников митинга состоится 14 декабря в 9 утра на площади Свободы. 14 декабря 1992 года над высокогорным селом Лата Гульрипшского района вооруженными силами Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткварчал в Гудауту. Погибли 87 человек, среди которых 8 беременных женщин и 35 детей, половине из которых не исполнилось и 7 лет. К другим новостям. Представители 5 российских вузов приехали в Абхазию, чтобы представить свои учебные заведения абхазским абитуриентам, желающим получить образование в России. В этом ежегодном мероприятии принимают участие различные российские вузы. Сегодня в офисе Россотрудничества прошла очередная презентация учебных заведений. О том, какие вузы Россия открывает на этот раз свои двери для выпускников из Абхазии, расскажет Нала Мукба. Историю наш университет подготовил свыше 70 тысяч специалистов. Каждый год абитуриенты из Абхазии имеют возможность по лимиту получить образование в России. Спектр вузов самый разнообразный. С 2013 года в нашей республике Россотрудничество реализовывает новый проект «Олимпиаду. Время учиться в России». Представленные здесь вузы – это очные участники отборочного этапа Олимпиады «Время учиться в России». Более того, у нас есть вузы, которые участвуют заочно, которые по тем или иным причинам не смогли приехать сюда, но вместе с тем в том сборнике, который мы традиционно издаем в рамках проведения Олимпиады, эти вузы участвуют. В рамках проекта в Абхазию приехали представители 5 российских вузов. В этом году это технические учебные заведения: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Московский технический университет связи и информатики, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Пермский и Южно-Российский политехнические университеты. Последний расположен ближе всего к Абхазии, в городе Новочеркасске Ростовской области. Какие образовательные льготы мы оказываем, какие образовательные услуги? У нас 10 факультетов. Вуз мы прежде всего, конечно, технический, хотя гуманитарный факультет у нас тоже есть. Значит, поэтому 140 образовательных программ. Инновационные технологии, строительство, инженерия, геология, электромеханика – это далеко не весь перечень специальностей, предлагаемых российскими вузами. Они в числе востребованных профессий, кадров которых в нашей стране особенно не хватает. От спроса будет зависеть и количество бюджетных мест, которые выделит Россотрудничество. Воспользоваться этой возможностью могут не только выпускники школ, но и студенты АГУ, окончившие бакалавриат и желающие продолжить обучение в России. Для поступления необходимо будет сдать экзамен по математике уже 10 декабря. Опечатанные работы будут проверяться в Москве в головном офисе Россотрудничества. Там же должны определить проходной балл для сдачи экзамена. Подробная информация о проекте опубликована на официальном сайте агентства, а также ее можно получить в офисе Россотрудничества в Сухуми. Нала Мукба Сайдайба, Абхазское телевидение. Сегодня Абхазский государственный музей получил в дар ряд ценных архивных документов, найденных в городе Подольск Московской области. Документы связаны с Великой Отечественной войной. Здесь также карта боевых действий 1992 года. В архиве были найдены документы 18 граждан Абхазии, ветеранов Великой Отечественной войны, по разным причинам не получивших положенные звания и награды. Сегодня эти архивные документы привез и передал Абхазскому госмузею российский историк Геннадий Ларин. В июле 2015 года мне удалось побывать со своей семьей в Абхазии, познакомился со многими замечательными людьми, со всеми из них подружился. Как большой любитель истории, зайдя в данный музей, пообщался с руководством музея, меня познакомили с Пачуля Валиком Меджидовичем, уважаемым. Он мне презентовал данную книгу, вот его книга, датированная июлем этого года. Я ее, естественно, всю перечитал, открыл для себя очень много нового, неизвестного и заинтересовался Абхазией времен Великой Отечественной войны. Кроме того, мне Валико Меджидович передал список на 18 человек, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но награда была заменена на более низшую
В некоторых случаях это был орден Красного Знамени, орден Суворова 3-й степени. Людмила Лазба, сотрудница Музея боевой славы имени Владислава Арзенба, стала победительницей Всероссийского конкурса «История Великой Победы в истории нашей семьи» в номинации «Ковали победу вместе». Конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и был организован партией «Справедливая Россия» в Москве. Победителям конкурса в разных номинациях были вручены дипломы и памятные награды. Надо было рассказать о 2, 3 и более поколениях своей семьи, своей фамилии, которые так или иначе судьба их касалась судьбы всей страны. А у меня было что сказать. Ну вот я и написала. Стала участницей этого конкурса. Потом через несколько месяцев меня пригласили уже на награждение, оказалась лауреатом этого конкурса, и я участвовала в награждении. Ну, конечно, было очень волнительно, когда говорили «Абхазия», и приглашали меня на сцену. В Абхазском государственном университете сегодня чествовали Валентину Халбат, которая отмечает 75-летний юбилей. Заслуженный учитель Абхазии, великолепный педагог, ее труды как методиста сегодня бесценны для учителей и студентов. Репортаж Ренаты Шакая. Валентина Халбат больше половины своей жизни посвятила любимому делу. Начинала она свою карьеру в школе, преподавала детям абхазский язык. Долгие годы Валентина Аксентьевна работала в отделе образования, разрабатывала методику преподавания для учителей. Сегодня признается, она не жалеет, что еще в детстве решила пойти по стопам отца и стать учителем. Даже не заканчивая университет, а после школы, я начала работать в своей родной школе, преподавать абхазский язык и литература, а потом параллельно заочно закончила. И никогда не жалела, что я выбрала этот предмет. До сих пор я, хоть на пенсии считается, но работаю с молодыми. Когда работаю с молодыми, я всегда чувствую себя очень молоденькой. Валентина Аксентьевна родилась в селе Чгярда, в семье учителя. Ее отец Аксентий Габни был директором местной школы. Традиционная абхазская семья всегда чтила Апсора. Именно по таким канонам и росла Валентина Аксентьевна. Для меня этикетом вообще человека, человечности и так далее я всегда считала абхазца. Выросла я в этой среде, среди Апсора, и поэтому самая заветная мечта моя была быть преподавателем абхазского языка и литературы. Поздравить Валентину Аксентьевну с юбилеем в Абхазский государственный университет пришел и министр образования Отгуркакоба. Присутствующие на юбилейном вечере отмечали неоценимый вклад Валентины Халбат в образование. Рената Шакая, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гости передачи Хастагалу Амта, художник, архитектор Георгий Баронин и руководитель молодежного культурного центра РАРА Ксения Багапш. Речь в прямом эфире пойдет о культурной среде в Абхазии. Впервые в Абхазии прошла обзорная дегустация мировых вин, организованная виноделом, совладельцем компании «Вина и воды» Абхазии Багратом Авицба. Дегустацию провел известный винный критик, соучредитель и постоянно ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба России, преподаватель школы сомелье Сергей Александров. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Дегустация или отведывание вин издавна считается элементом цивилизации во многих странах. Теперь эта культура, можно сказать, начала распространяться и в Абхазии. Впервые по приглашению совладельца компании «Вина и воды» Абхазии Баграта Авицба в Новом Афоне проводится обзорная дегустация для ознакомления с винами разных стран и регионов. С этой целью в Абхазию приглашен соучредитель и постоянный ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба в России 750 мл, преподаватель школы сомелье Нотри Сергей Александров. В течение 4 дней для абхазских виноделов, для всех, кто занят в винной отрасли и просто любителей напитка, пройдут дегустации белых, красных, игристых и сладких вин, произведенных во Франции, Италии, Аргентине, Швейцарии, Португалии, Германии, Австрии, Чили, Новой Зеландии, США и России. На дегустации представлены типичные сорта вин этих регионов, чтобы, испробовав их, человек мог потом определить, где именно произведено данное вино. Это обзорная дегустация, чтобы ознакомиться с винами разных стран, разных регионов, чтобы понимать вообще, что производят в других странах,
чтобы ориентироваться, на что идти, что производить. Любой человек должен развиваться и пробовать разные вина. Лучшие вина, хорошие вина, качественные вина. Только тогда он может сам сделать хорошее вино. Если у человека нет представления, как делать, как на вкус выглядит хорошее вино, как он может понимать или разбираться, или давать оценку. Не специалисты о вине могут сказать одно, понравилось оно им или нет. На дегустации же обсуждают параметры и какие применены технические приемы при производстве вина. Последовательно оцениваются внешний вид, аромат, вкус вина и его текстура. Держать бокал необходимо за ножку, а не за чашу, чтобы не согреть напиток своей температурой. Дегустацию проводят в сухих проветренных помещениях с температурой примерно 15-18 градусов по Цельсию. Порции на дегустациях примерно 50 мл вина. В общей сложности разливается одна бутылка вина на 18 человек. Баграт к нам в клуб тоже приходил на несколько дегустаций, и, наверное, тогда родилась идея, чтобы показать различные вина людям, которые делают вино в Абхазии. Это не будет моя лекция, да, это будет дружеский вечер обсуждения разных вин, разных тенденций, которые существуют в современном виноделии. В мире очень много, очень на подъеме находится это любительское дегустационное движение, когда потребители пробуют разные вина, делают какие-то свои выводы, да, отмечают какие-то свои особенности для каждого вина. И я буду очень рад, если вот наше начинание даст некоторый старт вот такому клубному любительскому движению в Абхазии. Винный критик Сергей Александров заметил, что в Абхазии очень бережно относятся к традициям, сохраняют и возрождают автохтонные сорта винограда. Особенно интересно то, что сегодня вот Валерий Борисович много занимается воссозданием, развитием традиционных абхазских сортов. Это тенденция, которая прослеживается везде в мире. Пробование вин из этих сортов местных, как мы говорим, автохтонных сортов, это всегда очень расширяет кругозор дегустатора. И, безусловно, весь винный мир очень сильно выиграет, если будут возрождены абхазские сорта, и они получат широкое распространение, широкое развитие в хозяйственном виноделии. Привить дегустационную культуру в Абхазии – основная цель организации мероприятия. Ведь дегустация – это составная часть определенного стиля жизни, и она может служить показателем культуры, причем не только отдельного человека, но и общества в целом. Для нас, для профессионалов, это, конечно, интересно, но это вообще моя личная давнишняя мечта, чтобы начать продвижение культуры винопития вот, в массы, то, что называется. И вот это первый шаг к этому. И очень приятно, что вот пригласили такого специалиста, сомелье. Надо продвигать все это дело, чтобы народ знал, что такое вино и как его надо пить. За время пребывания российского сомелье в Абхазии ему покажут местные виноградники и винзаводы. Подробно расскажут о традициях виноделия в нашей стране. Сергей Александров – специалист по управлению процессами в винной торговле и ресторанном бизнесе. К его мнению и оценке прислушиваются потребители. Амрамич Бартур Каланди, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 69 рублей 30 копеек, евро 75 рублей 31 копейка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 10-12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.